Безответственным дачникам грозит штраф. Специалисты Росреестра и Россельхознадзора готовятся выйти в рейды. Надзорные мероприятия запланированы на середину июня. В центре внимания работников двух ведомств окажутся земли сельхозназначения и садоводческие товарищества. Какие нарушения необходимо устранить, чтобы избежать наказания рублем, расскажет Наталья Юрина. Дачный сезон для безответственных владельцев участков грозит оказаться неудачным. Для каждого вида земель определенные требования. Под крылом Росреестра садоводческие товарищества, которые проверяют по обращению граждан. В основном, если поступает, то от председателей садоводческих обществ. Например, участок получен в каком-то году давным-давно, и он не используется в соответствии с разрешенным использованием. Хотя статья 42 у нас, она предусматривает, чтобы граждане своевременно приступали к использованию земельных участков. И даже у нас Гражданским кодексом, статья 274, установлено, что в течение 3 лет он должен быть освоен. Сотрудники Росреестра дачные участки проверяют по нескольким пунктам. Целевое назначение – это раз. Под ударом люди предприимчивые. На дачных сотках под запретом автомойки, сервисы, лесопилки и фермы по разведению животных. Соблюдение кадастровых границ – это 2. Порядок на территории – 3. За одуванчики и мяту штрафовать не будут. Чего нельзя сказать о борщевике и бурьяне. Лес должен быть сведен. В основном мы выдаем предписание. Если не исполняется предписание, значит, проводится внеплановая проверка. Мы удостоверяемся, что человек действительно ничего не делает на этом участке. И мы тогда составляем протокол за неисполнение предписания, и этот протокол направляется в мировой суд. Мировой суд уже выносит постановление о назначении административного штрафа. Штрафы колеблются где-то от 10 до 20 тысяч. Для земель сельхозназначения список обязательных требований в разы больше. Нельзя захламлять, размещать отходы производства, устраивать свалки, добывать ископаемые, портить участок агрохимикатами. Нужно поддерживать уровень плодородия земли, соблюдать правила мелиорации, поддерживать порядок. За единичные сорняки Россельхоз штрафовать не будет. Постановление есть, да, о признаках неиспользования. В него включен перечень как раз сорных растений, там можно посмотреть. Но дело в том, что вот это неиспользование, это должно быть 50 и более процентов участков заросшие. То есть это участок заброшенный, не ухожен. Штрафы для владельцев земель сельхозназначения не маленькие, так как большинство хозяев – это фермеры и организации. За нарушение должностному лицу придется заплатить от 50 тысяч рублей, юридическому – от 400 тысяч рублей. У нас очень много земель заброшенных, как раз это бывшие совхозы несуществующие, когда в рамках реформы 90-х стали собственниками граждане в рамках паевых земель, да, имеющие паевые земли. Здесь у нас штраф от 20 тысяч рублей предусмотрен административным кодексом. Но вот, знаете, кроме штрафа административного, мы еще проводим расчет ущерба и вреда, причиненного почвам земель сельхозназначения. И здесь уже расчеты все, они уже в миллионных размерах. Крайняя мера, помимо штрафов, как для дачников, так и для владельцев земель сельхозназначения, одна. За выявленные и неустраненные своевременно нарушения правом владения участка придется поплатиться. Земли могут признать как неиспользуемые, и по решению суда у владельца их изымут. Наталья Юрина, Алексей Паршуков, Павел Люлядмин, телеканал Юрган.